Ирбис – хранитель планеты Земля. Автор Акзель Бейсембай. Много историй было написано, много легенд было придумано, нарисовано множество творений и сочинено много стихов о том, как появился прекрасный снежный барс Ирбис на этой планете. Ученые твердят об эволюции. Многие народы говорят, что это дар с небес, ну а некоторые верят в сказания и легенды. Все они отчасти правдивы, во всех из них есть доля истины, приукрашенная рассказчиком, чтобы придать мифам красочности и волшебства. Хочу рассказать вам одну историю, которую поведал мне добрый дух здешних мест. Историю о том, как Ирбис появился здесь. Где-то на просторах нашей бескрайней вселенной, может быть в будущем, а может быть и в прошлом, в отдаленной от нас галактике, в одной из звездных систем созвездия, волшебной лошади Праб, на планете которой была столь сильно похожа на нашу, существовал прекрасный мир волшебства и гармонии с природой и энергией вокруг. Благодаря своей гармонии совсем на своей планете, народ мог управлять мельчайшими частицами, атомами и молекулами, нейтрино, фотонами, кварками, а также мог управлять пространством и временем. Можно сказать, эти люди были волшебниками. Народ этот по физиологии своей мало чем отличался от людей, но зато был более развитым и ушел гораздо дальше, чем мы, в техническом прогрессе. Этот народ звался Ипсиотери. Они научились управлять своими генами и могли сами решать, сколько им жить и какие качества будут у их потомства. Они создавали уму непостижимые космические корабли, прекрасные обсерватории и многое другое. Но, несмотря на все свои знания, они находились в очень тесной связи с природой, потому что понимали, насколько бы далеко они ни ушли в научном прогрессе, им не обогнать Творца и Мать, природу в своих возможностях. Они знали, как появилась Вселенная вокруг нас и как зародилась жизнь на всех планетах. Знания и жизненные силы свои этот сказочный народ черпал из волшебного кристалла Агапия, кристалла, что наделял их силой любви и единства со всем живым на планете. Агапий находился в верховном храме и охранялся великими стражами, нимфой природы Фиси, которая была очень похожа на наших сказочных эльфов, могущественным жрецом и магом Миваки и священным животным Ирбиса. Вначале он был обычным леопардом, рожденным на планете Ипсиоптери, но когда пришло время, чтобы выбрать нового хранителя, кристалл выбрал именно Ирбиса, ведь в нем таился дух Какаман, всемогущий дух, который уничтожал всю нечисть на своем пути. Ирбис внешне походил на леопарда, но в отличие от своих земных братьев он обладал дымчато-серым мехом и кольцевидными пятнами почти по всему телу, как будто в каждом из них была скрыта целая галактика. А еще он умел превращаться в ипсиоптери, когда захочет. Ипсиоптери очень ценили и оберегали его, и каждый год устраивали праздник единства и мира в честь 3 великих хранителей. Все было прекрасно. Люди Ипсиотерии радовались, что еще 1 год на их планете прошел в мире и спокойствии. Они пели и танцевали, смеялись и были счастливы. Но не везде было столь же празднично. На спутнике планеты Тирании все было куда мрачнее. Тираний служил темницей для одного особо опасного преступника – Эвилану. Он был Ипсиоптери, который хотел поработить священный кристалл и стать самым могущественным существом. За этот же злой умысел он был пойман и лишен всех своих сверхсил. Но шли века,
а месть и злоба наполняли сердце Эвелана и стали его единственной силой, силой разрушения и порабощения. Околдовав своих надзирателей, Эвелан сумел сбежать из темницы. Он был одержим местью. Он хотел уничтожить всю планету, чей народ так ужасно обошелся с ними. Он хотел завладеть камнем. Ему пришлось угнать планолет, на котором ему доставляли пропитание. Обезвредив охрану на планолете, он сел за штурвал и полетел к своей цели жизни. «Я обещаю, на этот раз у меня все получится. Я смогу завладеть Агапием, и ни один жалкий Ипсиоптерий не встанет на моем пути. Софи, жди меня, жди». Он вернулся на свою родную планету спустя 10 мучительных лет. Он наконец-то сможет исполнить свою мечту. Эвелан возвратился как раз к празднеству и смог устроить эффектное появление. Он решил войти в зал торжеств как обычный гость, а когда хранители внесут кристалл, он бы напал и присвоил бы всю его силу себе. Но до праздника еще далеко, он начнется лишь вечером, и поэтому злодей решает разведать обстановку в столь знакомом ему городе. Эти привычные улочки, запах праздничной выпечки и суета горожан – все точь-в-точь, как в тот день, как и 10 лет назад. Но на этот раз он не допустит ошибки. Прогуливаясь по узеньким улочкам, он вспоминал, как они с сестрой были детьми, играли, постигали жизнь, пока на их пути не стала болезнь. Странная новая болезнь, пришедшая откуда-то из космоса. Даже великие врачи и псиатерии не могли ей противостоять. Болезнь развивалась слишком быстро, слишком. Никто так и не смог помочь им, и Эвелан принял решение заморозить ее слабеющее тело до того момента, пока не найдется лекарство. Но однажды он услышал разговор врачей и жреца, что лишь сила кристалла может ей помочь. В день, когда ее решили заморозить, Эвелан решился на ужасный поступок – украсть кристалл ради спасения своей сестры, но не смог, не сумел, ведь был слишком слаб. Зато теперь он сможет все. Вечерело. Время празднества близилось, и вот двери Верховного храма открылись, чтобы заполнить себя народом Ипсиотерии. Дети, взрослые, мужчины и женщины, и стар, и млад, все собрались здесь ради одной цели – увидеть Ирбиса, нового хранителя кристалла. Как и все жители, Эвелан вошел в большую залу, украшенную изображениями растений, животных и предыдущих хранителей. А вот и совсем новый рисунок, на котором были изображены Фисси, Миваки и Ирбис в его человеческом облике. Совсем скоро и они сами будут здесь, и злодейский план воплотится в реальность. Загудел оркестр. Разливались своей сказочной трелью музыкальные инструменты, и запел сладкоголосый хор. Это означало, что хранители уже здесь, и вот торжественный обряд скоро начнется. Жрецы заговорили, они представляли народу хранителей. Знакомьтесь, этот статный юноша Миваки, наш новый верховный маг и великий хранитель. Зал загудел, а на огромный подиум поднялась еще одна фигура, принадлежавшая нимфе. А это наша многоуважаемая Фисси, нимфа природы и хранительница бескрайних лесов. Несколько поколений подряд ее предки охраняли кристалл. Вот теперь ее очередь. Зал загудел еще сильнее в ожидании самого главного хранителя Ирбиса. И вдруг воцарилась тишина. На подиум поднялся юноша в серебристом наряде, в сапогах серо-голубого оттенка и меховой мантии
серебристого цвета в темную крапинку. Это был он, Ирбис, в своем человеческом облике духа Какамана. «А это Ирбис, священное животное, в котором хранится дух Какаман», — сказал жрец. В тот же момент Ирбис обратно превратился в барса, а народ дружно начал кричать: «Слава хранителям! Слава!» В ту же секунду Эвелан ввел в забвение всех, кто был в зале, кроме хранителей. Эвелан поднялся на подиум и направился к хранителям. Он оглушил Фиси лучом черной энергии и усыпил Миваки сильнодействующим черным заклинанием. Остался лишь Ирбис, последняя надежда Ипсиатери. Барс ринулся к злодею, пытаясь впиться в него своими когтями и клыками. Тот увернулся и оглушил барса. Подумав, что вот она, победа, Эвелан потянулся к кристаллу, что висел на шее у Ирбиса, но не тут-то было. Барс нанес ему удар и успел подняться. Однако Эвелан успел отобрать у него агапий. Но камень в руках злодея разделился надвое. Одна часть – добро и любовь, вторая же – зло и разрушение. В борьбе Ирбису удалось отобрать светлую часть камня и открыть портал в наш мир, на планету Земля. Он очутился в горах, которые теперь зовутся Алатау. Он решает спрятать камень здесь и охранять его до своего последнего вздоха. Здесь, в Центральной Азии, с тех пор водятся ирбисы, снежные барсы небесной красоты. Но последние десятилетия их уже нельзя увидеть. Наверное, потому что Ирбис все же решил вернуться к себе на родную планету. А по земле ходят фантомы. Что стало с Эвеланом и народом Ипсиатери, мы узнаем, если Акзель Бисимбай напишет продолжение.